февраля – день, о котором знают все ученики нашей школы, бывший и настоящий. День, который не забудется никогда. Именно 5 февраля 1945 года погиб герой Советского Союза Ильин Сергей Спиридонович. Родился Сергей в деревне Андреевка Уфимского района в большой и дружной семье Анны и Спиридона Ильиных. Окончил 7 классов Новожуковской школы. Когда началась война, ему было 16 лет. Отец и старший брат ушли на фронт. В начале 1943 года в дом Спиридоновых пришло страшное письмо. Отец убит на берегах Волги. И тогда Сергей дал себе клятву отомстить за отца и помочь очистить родную землю от фашистов. Неполные 18 физически крепкого парня отправляют в Астраханское пехотное училище. Окончив ускоренный курс подготовки и получив звание лейтенанта, Сергей Ильин отправился на фронт. Близился конец войны, но советские войска, продвигающиеся вглубь Германии, встречали ожесточенное сопротивление и были остановлены на рубеже реки Одер. «Переправитесь на левый берег и держитесь! Плацдарм должен быть удержан во что бы то ни стало», наставлял Ильина командир батальона. Бои не прекращались круглые сутки. Атаки шли одна за одной. За 4 дня, со 2 по 5 февраля 1945 года, взвод Ильина отбил 30 атак противника, уничтожил 6 немецких танков, 2 самоходных орудия и более 280 солдат и офицеров. Сам лейтенант Ильин поджег 1 танк бутылкой с зажигательной смесью, а 2 противотанковой гранатой. Будучи дважды раненым, истекая кровью, он не покинул поле боя, выполнив поставленную задачу, но 3-е ранение было смертельным. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, лейтенанту Ильину Сергею Спиридоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Каждый год, 5 февраля, школьный музей боевой славы открывает свои двери, чтобы дети помнили о нашем герое и о той страшной войне. С вами была Жаркова Дарья, и это «Школьные новости».